Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Какие книги не спаслал Всевышний Аллах? Через кого Он их не спаслал? Мы продолжаем наши уроки по книге Ибадат Исламия, и тема урока «Божественные книги и предопределения». Всевышний Аллах, разъясняя религию и шариат, не спаслал через пророков 104 книги. Пророки, разъясняя установления, данные в этих книгах, призывали людей к благим деяниям и вере. Из этих книг 10 страниц было ниспослано пророку Адаму, алейхиссалям, Шису, алейхиссалям, 50 страниц, Идрису, алейхиссалям, 30 страниц, Ибрахиму, алейхиссалям, 10 страниц. Пророку Мусе, алейхиссалям, была ниспослана книга Таурат, Тора. Пророку Дауду, алейхиссалям, Забур, Псалтырь. Пророку Исе, алейхиссалям, Инджиль, Евангелие. А пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, Коран. Самая последняя книга, ниспосланная Всевышним Аллахом, является Коран. Коран отменил некоторые установления предыдущих книг, изменив их в соответствии с реалиями людей последнего времени. Коран содержит установления для людей в этом мире и в загробном мире. Предопределение. Предопределение означает, что заранее известно то, что произойдет. Всевышнему известно обо всем, что произойдет в этом мире, о каждом последующем действии. Он предопределил судьбу каждой вещи, предначертал каждое ее действие. Все, что происходит в этом мире, происходит по воле Всевышнего. Хоть люди и совершают деяния по своей воле, силу им придает лишь Всевышний Аллах. На следующем занятии мы поговорим о судном дне и воскрешении. Спасибо за внимание. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.